По данным Всемирной организации здравоохранения, долгожителями планеты являются японцы. Их средняя продолжительность жизни 80-85 лет. Эту правду нам, абхазам, трудно воспринять, так как наши предки славились своим долголетием. Возможно, географические особенности, этнопсихология, продукты питания, уклад жизни позволяли абхазам доживать до 100 лет, а то и более. Ученые говорят, в странах, где была война и распространена ВИЧ-инфекция, снижается продолжительность жизни. Эти или другие факторы стали причиной утраты абхазского долголетия. Какая продолжительность жизни в современной Абхазии? Какие заболевания укорачивают жизнь после 50 лет? Программа Абвейсра опять в поисках. На сей раз ответа на вопрос: есть ли шанс у абхазов вернуть себе имя долгожителей? Мы, абхазы, славились своим долгожительством. Сейчас не можем этим похвастаться. Что же происходит? Это экология, это еда, это образ жизни. Можем ли как-нибудь вернуть себе эту славу долгожителей? Я думаю, что было бы желание, мы можем все вернуть. На все остальные вопросы, которые интересуют нас и тебя, и наших телезрителей, гость ответит, который ждет нас уже в студии. Пойдем. Анжела Арчелия окончила Кубанскую медицинскую академию, там же ординатуру. Работает с 1996 года. Сейчас заведует отделением терапии республиканской больницы. Ее правило в профессии – лечить не болезнь, а пациента. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня у нас в гостях Арчелия Анжела Алексеевна, врач терапевтического отделения и заведующая отделением республиканской больницы. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Знаете, что обидно? Мы же, абхазы, были долгожителями. Хотелось бы начать с того, что какие заболевания нас поджидают после 50. Как сохранить свое здоровье и продлить свою жизнь? Изначально это, конечно, перенесенная война, потому что последствия войны, прежде всего, это нервный стресс, тяжеленный. Процент заболеваний сердечно-сосудистой системы намного вырос в связи с нервным стрессом, перенесенным нашим народом. А второе, болезни, которые сопровождают все войны, так называемые, это заболевания инфекционного характера, гепатиты. То есть самый молодой возраст, женщина недавно умерла, 32 лет, от цирроза декомпенсирована. То есть это последствия перенесенного стресса и плюс еще, конечно, последствия войны. Во всем мире растет заболевания, онкологические заболевания, поэтому есть правила, выработанные Всемирной организацией ВОЗ. То есть это непререкаемые законы. Любая женщина после 40 лет должна быть ежегодно обследована на рак молочной железы. Что касается мужчин, после 40 лет это простат-специфический антиген, тоже как онкомаркер рака простаты, который ведет к инвалидизации мужчины и снижению репродуктивной функции мужчин и фертильной функции. Поэтому сдавать регулярно, ежегодно эти анализы. Другой вопрос. Во всем мире вырос колоректальный рак. На первое место во всем мире идет рак толстого кишечника. Это связано, во-первых, с неправильным питанием, с нарушением функции кишечника. И поэтому всем пациентам старше 50 лет, даже если никаких жалоб нет, колоноскопия показана раз в год. Это рекомендация ВОЗ уже около 3 лет, используется во всем мире. В 2008 году впервые в Абхазии открылся дом-интернат для престарелых и инвалидов. Это здание стало родным домом для 50 наших граждан. Сейчас мы познакомимся и пообщаемся с ними. Нас встречает директор дома престарелых Анна Кварчия. Она здесь со дня основания. Проводит экскурсию двухэтажного здания. Несмотря на то, что учреждение было открыто 7 лет назад, ремонт здесь сохранился в первозданном виде. И сразу в глаза бросается чистота. Одежда чистая, постельное белье. Вот вы сами можете увидеть, дорогие телезрители, и пахнет чистотой. Абхазский дом престарелых маловместимый, но желающих много. В уставе написано принимать только одиноких.
Вопреки моему ожиданию, в доме престарелых оказались и абхазы. По абхазским традициям старики в семье в почете и должны находиться в кругу своих детей и внуков. Однако, по словам Анны Кварчи, есть случаи, когда нет близких родственников и за пожилым человеком некому ухаживать. В уставе у нас записано, что принимаются одинокие престарелые инвалиды, понимаете? Но, наверное, бывают исключения, когда дети бросают и фактически человек выброшен. Это Варвара. У нее синдром Дауна. Анну Константиновну она называет мамулечкой. Часто подбегает к ней и обнимает. Мне все здесь нравится. Я всех люблю. И мамулечку Роненькую, и Рузюнечку. Они мои все родненькие мои. Как вас здесь кормят? Очень хорошо кормят. Я довольна. Все подопечные этого дома благодарят Анну Кварчи и ее коллектив. Теперь они их семья. Чисто и свежо в палате и в коридоре. Везде иконы. Одежда у стариков стиранная и аккуратная. Человек, который бежит по коридору, и если она всех не поцелует и, уходя, не скажет «до свидания», такого дня не было. Честно говоря, я здесь как дома. Константина, давно окружки не было. Будет завтра окружка. Давно этих сандалов не было. Будет этих сандалов. Есть и лежачие больные, и те, кто не самостоятелен. За ними ухаживают санитарки. Купают, переодевают и даже кормят. А еще старики, как дети, хотят внимания, тепла и общения. Все это понимают и выполняют сотрудники дома престарелых. Труд тяжелый, а оплата около 5000 рублей. Приходят ко мне с одним и тем же. И я их выслушиваю, хотя я слышала это вчера и позавчера. И надо это услышать, пропустить, сказать «да». Окунувшись на несколько часов в их работу, мы с оператором Артуром Каланди решили, что эти люди достойны премии добра. Уважение их старости, что человек должен заслужить достойную старость. Когда в их глаза посмотришь, увидишь пустоту. Вы понимаете, это больно. В доме престарелых предусмотрены реабилитационные палаты. Здесь тяжелые больные. Это пожилой человек по фамилии Зухуба из города Ачимчира. Ему 80 лет. Его дети находятся за рубежом. Врач-терапевт Чкадуа Лариса следит за здоровьем подопечных дома престарелых. Во-первых, неотложную помощь мы оказываем. Раз. Потом мы лечим хроников, потому что если человек гипертоник, то он должен получать постоянные медикаментозные препараты. На каждом этаже комнаты для отдыха. Там же удобные диваны и телевизоры. Книги здесь очень востребованы. Холл для посетителей отдельно, так как людей с улицы впускать внутрь здания нежелательно. У пожилых людей слабая иммунная система, и они могут заразиться инфекционными заболеваниями. Вам здесь нравится? Очень. Есть такие девочки, я бы жила бы с ними всю жизнь. Я прошу, чтобы они меня не выгоняли отсюда. Гульнара Павловна Карбо – веселая и добрая старушка. Она из Ткварчала. Много лет работала педагогом по музыке. Гульнара Павловна с точностью не может сказать, сколько ей лет. Но уже точно за 80, шутит она. Вы красавица, и рост, и лицо, я уже влюбилась там. Ну все, идите. Все эти комплименты от веселой старушки в адрес нашего оператора Артура Каландия. От общения с ней у нас улучшилось настроение, но ненадолго. О чем ты мечтаешь? Чтобы встать на ноги, конечно. А что у тебя? Парализованы ноги? Ну, я упала. Шейно-позвоночный перелом. Жанна не может ходить с 17 лет. Когда я начала задавать ей вопросы, что же случилось с ней в 17 лет, она расплакалась. У нее нет близких родственников, но к ней часто наведываются друзья. Она зарегистрирована почти во всех социальных сетях, и интернет помогает ей с ними общаться. Не надо забывать других людей. Надо быть отзывчивым. Как мои друзья, как вот дошли. Время обеда. Кто в силах идти в столовую, поспешили туда. Тому, кто не в состоянии, еду принесут в палату. И нам интересно посмотреть на пищевой блок и меню. Мы с оператором Артуром Каланди немного напоминаем ревизору. Но на самом деле чистые не только палаты, но и кухня. А дальше вот столовая, где готовят еду, и у нас есть возможность и здесь посмотреть. Здесь пищеблок непосредственно. А что сегодня на обед? Борщ, пюре и рулет мясной.
Увиденное и услышанное оставляет двоякое впечатление. С одной стороны, одинокие пожилые люди обеспечены комфортными условиями, где они ухожены, рацион по расписанию и под наблюдением врача. С другой стороны, нас воспитывали другое понимание счастливой старости, которая должна быть в окружении детей и внуков. Как сделать жизнь длиннее? Что для этого нам необходимо? Самая элементарная мера – это пациент должен сам себе помочь, то есть мерить артериальное давление научены все. То есть любое повышение артериального давления – это риск. То есть есть специальная шкала, когда там ваш вес указывается, уровень артериального давления, то есть и просчитывается, сколько вы можете прожить. То есть шкала, конечно, очень впечатляющая и угрожающая, но это абсолютно верно. Это первый метод. Второй метод – мы неправильно питаемся. Вот я всегда восхищаюсь пожилыми пациентами, 92 года, 87 лет. У вас есть такие пациенты? Да, а я таких очень люблю, потому что они очень добрые. Я говорю, добрые люди всегда живут дольше. То есть они настолько философски относятся к окружающему миру, они настолько добры, что и давление у них не повышается, и они все изящные. Вот прежде всего повышение массы тела, то есть контроль за массой тела. И у них они питаются по-другому, то есть они питаются полноценно, они не переедают. Ну, наши-то прадеды, прабабушки готовили из натуральных продуктов еду. То есть, если они выращивали кукурузу без химических удобрений, чаще всего люди покупают привозные фасоли. Мы не знаем, как они выращивают. И даже кукурузную муку мы умудряемся покупать уже из Краснодарского края. Даже если мы едим традиционные блюда, нет гарантии, что они выращены правильно. Ну, это абсолютно верно. Когда я училась на Кубани, у нас была практика в онкодиспансере, то есть онкологи всегда знали, если женщина с такого-то района, то есть там были такие инсектициды, то есть у пациентки предназирован будет рак молочной железы или рак матки. Раньше, кстати, огороды в деревнях делали большие, да. Сейчас меньше, или почти не делают. И фрукт. Кстати, вот я помню, у моего дедушки были все виды фруктов. Мы говорили, он сажает и сажает и сажает. Сейчас эта традиция тоже частично утрачена, потому что все мы покупаем готовое. Мы обленились и платим, и поэтому мы расплачиваемся своим здоровьем. Абсолютно верно. И онкологически больных у нас очень много. Да, что самое ужасное, количество их растет с каждым годом больше и больше. Этнографический ансамбль долгожителей Нарта единственный в мире. Особая гордость абхазской культуры. Участникам от 70 до 130 лет. В 1974 году на международном фестивале в Венгрии ансамбль завоевал главный приз «Золотой павлин», тем самым прославив и закрепив за абхазами звание долгожителей. Ученые, которые, в общем-то, изучали долгожителей Абхазии, приезжали сюда из разных стран. Пола Гарб сюда приезжала, изучала долгожителей, а также из Японии часто приезжали, изучали. Сейчас ансамбль долгожителей Нарта – музейный экспонат. Вместе с ним в историю уходит абхазское долгожительство. Многие иностранные ученые интересовались и изучали быт наших прадедов. И геронтологи вывели несколько правил. Основные – это географическая особенность Абхазии, образ жизни, характер социальных отношений и традиционная пища. Вот что пишет в одной из своих статей о долгожителях Абхазии американский ученый. Старых людей приглашают на семейные торжества, где им отводят почетное место. Их стараются оградить от стрессов, не обижают и не забывают. Обеспечивают лучшие бытовые условия, питание и уход. Все события происходят вокруг них, поэтому они себя считают, что нужны своей семье, своему роду. Конечно, это обязательно. Вот это, конечно, создает стимул жизни. На этом стенде фотографии абхазских долгожителей. Шапковский дядь, ему было 150 лет. И, как говорят источники, он умер не от старости, а от несчастного случая. Известный Ашхангири Бжания прожил 147 лет. Рассказывают, как однажды к нему пришел иностранный ученый за изучением феномена его долголетия. Его не оказалось дома. Ашхангири в свои годы
был на дереве и собирал виноград. Говорят, иностранец от увиденного долго приходил в себя. В разные времена года ели определенную еду. То есть в летнее, в весеннее время в основном они питались молочно-растительными продуктами. В зимние периоды, осенью фактически, вот это мясные блюда употребляли, не только вареные, но и копчености. Самая старшая долгожительница – Фафласурия. Она прожила 140 лет. Долгожителей в Абхазии было много, и старцами называли пожилых людей, которым за 90. Это уже выдержка из другой статьи. Очень важно, когда люди едят именно те продукты, которые ели их предки. Именно к этим продуктам адаптирован их организм за многие столетия, а иногда и тысячелетия. Какая средняя продолжительность жизни в Абхазии? За ответом на этот вопрос мы обратились в Управление государственной статистики. Продолжительность жизни не рассчитывается. Это сейчас связано с тем, что у нас нет достаточно информационных данных по рождаемости и смертности. Пробный вариант расчета был сделан в 2012 году при помощи Росстата, но результат не вышел, так как нам необходимо внести сведения за 10 лет. На данном этапе работы мы занимаемся этой проблемой и занимаемся внесением данных по рождаемости и смертности за 10 лет. Выяснив, что на сегодняшний день невозможно определить среднюю продолжительность жизни в нашей стране, мы обратились к другим цифрам. По каким заболеваниям наши граждане старше 50 лет чаще обращаются в медицинские учреждения? Этот ответ мы получили в Управлении медицинской статистики. Самая большая посещаемость у нас по болезни системы кровообращения. За год обратившихся 6396 человек. А на втором месте у нас вот болезни органов дыхания 2604, болезни органов пищеварения 2066 человек. Знакомьтесь, Татьяна Григорьевна Чукбар, ей 71 год. На мой вопрос, какие болезни вас чаще беспокоят, она затрудняется ответить и не может назвать ни одной. О секрете здорового и счастливого образа жизни в следующем репортаже. Как делать, чтобы до нашего сознания дошло, как мы можем защитить себя и своих родителей? Вы знаете, я думаю, что надо начинать с детей. Это наше будущее поколение. Мы можем проводить профилактику, объяснять им правильный образ жизни. Если мы раньше уважали взрослых, более старших, и при них мы не то, что не употребляли алкоголя, мы даже сесть за стол стеснялись, то эти грани стерты, то есть нужно возвращаться, выбирать то, что было основоположно было морали нашей, то есть что вело к сохранению нашей индивидуальности, нашего народа. То есть это основной принцип. Говорят, что с возрастом у человека меняется давление, оно повышается. И поэтому, если в 25 было 100 на 70, а потом вдруг в 40 120 на 80, а дальше еще больше, это не страшно. Это правда или миф? Но это было такое мировоззрение, но сейчас считается, что в любом возрасте взрослого человека 120 на 80 нормальное артериальное давление. Допустимо до 140 на 80, но не выше этого. Дальше это уже болезнь. То есть именно в этот момент, я думаю, что стоит бить тревогу, стоит обследоваться. Гипертония – это просто отдельное заболевание или все-таки давление повышается, потому что это впоследствии что-то неладное в организме происходит? Вы знаете, есть такая эссенциальная гипертония, то есть гипертония – причины которой мы не находим. Но есть вторичная гипертония, которая вызывается каким-то другим заболеванием. Но я всегда пациентам объясняю, бывает настолько даже мой брат родной, когда с гипертонией, говорит, неужели нет такой таблетки, выпил 10 дней, все прошло. К сожалению, гипертония в основном это пожизненное заболевание, то есть попил 10 дней, пропил и все прошло, неделю будет хорошо, но потом он опять подымется. Единственное, гипертония это излечимо, когда есть феохромоцитома, это опухоль надпочечника. Удалили причину, давление нормализовалось. Во всех остальных случаях нужно принимать препараты постоянно. В доме престарелых очень много людей с высшим образованием. В молодости у них была совсем иная жизнь. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Дранчук Валентина Ивановна, 67 лет. Вы по образованию? Инженер-технолог, рыбник. А как вы попали сюда? Поломала ногу.
я и уже ходить не могла и попросилась сюда, потому что в 2000 году мой сын погиб. То есть вы сейчас без родных близких, да? Вы одна? Я одна осталась, да, никого нету. Здесь мы, это серьезно говорю, не за чего-то, мы очень хорошо. Знаете, не каждый дома может иметь такие условия. В наше время это очень хорошо. И я считаю, что я благодарна, что я сюда попала. Вера Дмитриевна, вы педагог по образованию? Да. Сколько лет проработали? 35. А как оказались в доме престарелых? Правда? У меня отобрали квартиру. Вы не судились? Судилась, проиграла. Давайте не будем об этом. Хорошо. Мне обещал президент, что он мне поможет. Ну, немножко переждать нужно. Поэтому вот Константина меня приютила, пока будут эти процессы. Мне кажется, что наладится все. Как вам нравятся здесь условия? Как за вами ухаживают? Очень отлично, очень хорошо. Я хочу сказать, вот у нас наша директор, когда сюда пришла, здесь раньше был бардак, чистый бардак. Ни окон, ни дверей, туалет на улице, все. Прежде чем зайти было сюда, настилали плахи и потом проходили сюда. Потом Константина сюда пришла. Она как начала, она работала и санитаркой, все вместе. И медсестрой, и убирала, и все. Как вас зовут? Кого? Вас. Люда. А как вас лепли? Я не знаю, я как пришла, немного видела сюда, когда привезли. Вообще уже лет 10. У вас есть родственники? Нет. Где вы работали, чем вы занимались? Работала в последнее время на турбазе парикмахерской. Вы очень аккуратненько одеты, чисто, свежо. Кто вам помогает? Я так привыкла, я сама все делаю. Просто, да, дают одежду, стирают, дают, помогают одеть. А так я крашусь там, ну как, вроде как привыкла я. И мне 70 лет пока. А вы хорошо выглядите, знаете, для 70 лет? Ой, да. Спасибо за комплимент, да. Вам сколько лет? 92-й. Как ваша фамилия? Рылькова. Вы давно находитесь здесь? 3-й год. У вас есть родственники? Кто-то вас навещает? Нет никого сейчас. Был у меня сын. Один рано умер, один умер вот в 2003 или 2002. А ты Шимадзам, Усома? Ехо, Бирбом, Дахжибом. وشوف حاجة في الجامعة خمسة دارجي ربحي عايز بشخور الزد ويوصلني يربا يعني هو يشكتا شوي. Окунувшись в эту атмосферу, мне вдруг вспомнилась абхазская притча, когда муж по настоянию жены решил избавиться от своей старой матери. Для этого он подготовил плетеную корзину. Когда его маленький сын увидел, чем занимается отец, сказал: не избавляйся от этой корзины, когда ты постареешь, она мне понадобится. Очень поучительно для наших дней. Так как вы сталкиваетесь с пожилыми людьми, доступны ли для них все те препараты, которые хорошо работают, хорошо действуют, хорошо помогают? Но дело в том, то есть ценовая политика для них доступна или нет? Смотрите, наш народ, именно вот такие незащищенные слои населения, как пожилые люди, пенсионеры, инвалиды, но не говорю об инвалидах войны, к счастью для нас ассоциация инвалидов, вот я с ней постоянно плотно работаю, она на самом деле обеспечивает препаратами инвалидов. То, что мы напишем, они нам ни в чем ни разу не отказывали. Это великолепно, это большая поддержка для доктора, для пациентов. Что касается инвалидов другой группы, там, по болезни, они настолько незащищены, мне настолько жалко, они спрашивают, а сколько это стоит, доктор? То есть вот настолько пытаешься, вот есть препарат лучше, но вот пациент знает, что его не купит, он просто уйдет и не будет лечиться вовсе. Большая прореха в нашей не только медицине, но и в государстве. Может быть, на самом деле вот из-за того, что трудно оплачивается даже исследование. Что важнее для нас? Да? Допустим, для нас, как для родителей, сначала дети. Дорастить детей, поставить на ноги. Это неправильно. Я всегда говорю пациентам, когда они говорят,
вот вы понимаете, ну вот час некогда. Я говорю, можно все исправить, кроме смерти. Поэтому не нужно доводиться до порога смерти, походить в больницу. То есть никому еще в помощи не отказывали никогда. У нас в стационаре, в республиканской больнице, стационарные больные все всегда проходят бесплатно. И лабораторная диагностика, и ультразвуковая диагностика. Сейчас рентген наш, к сожалению, не работает, кабинет. Не компьютерный томограф. Все исследования стационарных больных абсолютно бесплатно. Был такой случай очень печальный. В Кинге погиб молодой человек 32 лет из-за перфорации желудка. То есть он там, свадьба какая-то была, он сказал, сегодня занят, ой, болит, наглотался таблеточек. Потом они решили, в больнице нам помощь не окажут, ой, вот завтра БК продадим. То есть это настолько неправильно. Я вот доктор, да, я всегда говорю, ни один врач, уважающий себя человек, никогда не откажет в помощи ни одному пациенту. Никто не стоит у порога и не говорит, дайте нам деньги. То есть это неправильная позиция. Поэтому я должна себе сделать так, чтобы я была здорова и дожила достаточно долго, чтобы поднять своих детей на ноги. То есть все равно возвращаемся к истокам, к детям. Тео Харчила из села Баслах. Ей 76 лет. У нее сложная судьба и все болезни от перенесенных страданий, говорит она. Тео живет одна, ее дочери замужем, и у нее 8 внуков. Возможно, они меня держат на этой земле, рассказывает нам она, но в глазах грусть. В полгода раз она приезжает в республиканскую больницу и укрепляет свое здоровье. Все болезни от нервов, говорят люди, и это правда. Стрессы и переживания сокращают длительность жизни. Врачи на практике сталкиваются с такими ситуациями. Хорошему лечению поддаются те, кто настроен оптимистично, говорят доктора. Знакомьтесь, это другой герой нашего репортажа. Активный образ жизни, как-то он меня сопровождает всю жизнь. Татьяна Абба – химик, доцент АГУ, сейчас на пенсии. Ей 71 год. Она плавает в море с ранней весны до поздней осени. Предпочитает много ходить пешком. В неделю несколько раз она занимается зарядкой. Увлеклась вот буквально года 2, хожу в фитнес-зал. Очень хороший тренер у меня, она так... очень душевно, очень выкладывается, занимается индивидуально, поэтому мне очень понравилось. И еще одно важное правило у Татьяны – следить за питанием. Главное – не переедать. Она, покупая продукты, стала обращать внимание на состав и калорийность. Да, вот уже лет 10, как я стала обращать внимание, сколько калорий. А сейчас это очень легко. Везде написано, на всех картинках. И самый главный вопрос – какие заболевания беспокоят Татьяну? Она задумалась. Не могу сказать, Ой, что. Это же счастье, когда вы не можете на вскидку назвать заболевания, которые к счастью, вас это счастье. Это да. кто не сгладит, давайте по дереву. Да, это да. вы считаете, что вот ваша личная заслуга или Бог наградил здоровьем? Ну, начнем с того, что Бог, конечно, наградил не только меня, но и моих предков тоже. У меня генетика очень хорошая. Дедушка мой жил чуть больше 100 лет. Вот. Ну, абхазские долгожители известны. Но у меня даже с русской стороны тоже бабушка 90 лет прожила. Так что генетика от Бога или от науки можно считать. Татьяна Абба очень позитивный и жизнерадостный человек. Она любит путешествовать, и ей это удается. Так она объездила несколько европейских стран, но жалеет, что не попала в Италию. «Я должна обязательно прогуляться по Риму», — говорит она. Это не просто слова. Татьяна уже готовится к новому путешествию, и у нее свой рецепт от стрессов. Я считаю, что юмор очень помогает. Стараюсь смотреть комедии, стараюсь избегать, так сказать, тяжелых таких тем. Спасибо за содержательный разговор. Нам было очень приятно, что были у нас в гостях. Спасибо. Спасибо за приглашение. В нашей жизни так много дней, но каждый их проводит по-своему. Просыпаемся. Опа, опа, опа. Работаем, обедаем. Работаем. Каждый проводит свободное время в свое удовольствие. И в таком ритме мы продолжаем жить. Спустя 5 лет, 15 лет,
30 лет. 35 лет. Но у кого-то дни заканчиваются быстрее. Люди, занимающиеся спортом и ведущие здоровый образ жизни, по статистике живут на 10 лет дольше. Наслаждайтесь жизнью. Сколько бы ты лет хотел бы прожить, например? Я думаю, что я бы хотел прожить просто счастливую жизнь. А что такое старость? Это какой возраст, интересно, старость? Я не хочу 80 лет тоже называть себя. Ну, хотим мы этого или нет, к сожалению, мы с этим столкнемся. Я бы хотела путешествовать 80 лет. Самое Я думаю, да. Самое было бы, самое приятное, что может быть. Узнавать и познавать мир.